эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля этого года. Об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев. Премьер добавил, что соответствующий законопроект подготовили по поручению президента России Владимира Путина по итогам его послания Федеральному собранию. Согласно действующему законодательству, неработающим пенсионерам полагаются выплаты не меньше прожиточного минимума. Но этот минимум зачастую достигался именно за счет индексации и надбавок. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году. При этом глава банка отметил, что до конца этого года ставки вряд ли опустятся до 8%. Напомню, в конце февраля президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Что касается самого Сбербанка, то банк получил в 2018 году чистую прибыль в размере 831 миллиарда 700 миллионов рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Такие данные кредитная организация опубликовала в четверг, 28 февраля. Показатель увеличился на 11% по сравнению с 2017 годом. Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 38 рублей 13 копеек, показав рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом. Власти Якутии планируют направить на выполнение программы социальных контрактов в этом году около 255 миллионов рублей. Доля малоимущих граждан, получивших социальную выплату на основании социального контракта, должна быть доведена до 9,6% от общей численности получателей. Применение программы социального контракта является одной из востребованных форм государственной социальной помощи. У малоимущих семей реализуется трудовой потенциал, повышается социальная ответственность, улучшается материальное положение, качество жизни и здоровье семей. Среднедушевой доход семьи по окончании действия социального контракта увеличивается в среднем в 1,7 раза. Компания «Газпром Трансгаз Томск» планирует трудоустроить местные кадры на своем предприятии. С этой целью в геологоразведочном факультете СФУ прошла встреча старшекурсников вуза и выпускников прошлых лет с представителями компании. На сегодня от участников встречи я получил 80 резюме. Прием писем завершится к концу сегодняшнего рабочего дня. По словам «Газпром Трансгаз Томск», подобного больше не будет, можно сказать. Это было уникальным событием. Решение по кандидатам будет принято в течение месяца. Каждая заявка рассматривается индивидуально. Отмечу, что наряду с этим студенты прошли отбор на летнюю оплачиваемую стажировку в реализуемые проекты компании. Авиакомпании «Якутия» и «Алроса» сохранят тарифы на авиабилеты на уровне 2018 года. Также авиаперевозчики не планируют повышать топливные сборы. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия», с декабря 2018 по февраль 2019 года уровни цен на авиабилеты авиакомпании не изменялись. На текущий момент топливные сборы и тарифы авиакомпании «Якутия» остаются на прежнем уровне. В авиакомпании «Алроса» также сообщили о сохранении тарифов на прежнем уровне. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.